Қонағымызды қарсы алайық. Айжан Нүсіпова, әнші. Айжан, қайырлы күн. Қайырлы күн. Студиямызға қош келдің. Сені көргенімізге қуаныштымыз. Әрдайым әп-әдемі күліп жайнап жүретін құрбымыз Айжан. Мінекей, көріскеніме қуаныштымын. Көңіл-күйіңді одан сайын көтерейік деп. Кішкене ауырып қалыпсың. Негізі бұл коктейль иммунитетті көтереді. Көп рахмет. Сәтті болды ғой менің келгенім. Иә. Коктейль ішетін болдық бұл. Дәмін татып, бағасын бер. Бірден 5-ке дейін ба, жоқ әлі 5-тен 10-ға дейін ба? Тек қана 10 деген. Расменде ішінде қанты жетпей жатқан сияқты. Кішкене қант керек сияқты. Бірақ, негізі, особенно мен үшін для худеющих дейді ғой бізде деп айтады. Бізге қансыз дәл солай рас болады деп ойлаймын. Ендеше, иә, мынау. Студиямызға қош келдің, жоғары шыға ғой. Коктейльмен бірге алып. Иә, әрине. Рахмет. Біз өзіміз ортаға отыра қал, Айжан. Бізде коктейльдің түр-түрі бар, қандай қалаймын десең, ішкім келем десең. Неге? Таңертеңнен бастап сонда ішіп жатсыз ғой. Айжан, сен өнер адамысың, ән айттың, өзің жақсы білесің, 21 ғасыр, қазіргі кезде қыз келіншектер барлығын жасайды. Үйді де алады, карьераны жасайды. Ер азаматсыз-ақ бүкіл мәселелерін шешіп жатады. Өзі үшін туып алған дұрыс па негізі? Негізі мен үшін бұл двухсмысленно. Орысша жауап бере бер. Это зависит от человека. Мен оған қарсы деп айта алмаймын, соған келісемін деп мүлдем тіке айта алмаймын. Себебі әрбір адамның өз жолы бар, өз өмірі бар, өз пікір ойы бар. Сондықтан енді әрине менде тек қана өз ойым ғана бар. Өз ойым осы көзқарасқа қалай мысалы. Есть разные люди, которые рожают для себя, да, вот вы говорите. Почему нет, если у нее взгляды на жизнь таковы? Если такова судьба, если она принимает осознанное решение, не просто тогда вот так сложилось или там ее бросили. Есть же разные ситуации. Да. Бывает такое, что человек осознанно к этому приходит, и я считаю, что нужно уважать этому. Но тем не менее, я не за это. Не пропагандируешь, да, я не пропагандирую. Тем не менее, семья должна быть полноценная, я считаю. Да, случаи бывают разные, и у каждого свой подход. На самом деле, Айжан, ты публичная личность, ты звезда, певица, и твоя жизнь, в принципе, во многих случаях как на ладони, для многих. Ни для кого не секрет, что ты воспитываешь одна, да, своего ребенка. Алая. Ей сейчас 5 лет, да, красивая девочка. Будет 5. А вопрос в чем? Вопрос в том, что для тебя твой случай, он был твой осознанный выбор или же так получилось? Ну, скажем так, то есть это не так, что сразу вот случилось, вот я решила так сама одна рожать, да, то есть это нет, это на то обстоятельства сложились. Да, у нее есть папа, абсолютно верно, то есть у нее есть ее любящий папа, но тем не менее у нас не сложились личные отношения, которые, в принципе, не мешают для дальнейшего их контакта, то есть никто не лишает отцовских прав. Айжан, сөзіңді бөлейін, өйткені бізде қазір қысқа ғана жарнамалық үзіліс. Одан кейін біз осы өзім үшін туып алдым атты қызықты тақырыпты Айжан, Ания және мен Диана үшеуміз қызықты етіп талқылаймыз, ара-жігін анықтаймыз. Расымен де Айжан дұрыс айтып жатыр. Ешкімді сынға алмаймыз, әркімнің өзінің өмірі бар. Ең бастысы бұл өмірде бақытты өмір сүру ғой, әрине. Сонымен студиямызда қонақта Айжан Нүсіпова, әнші. Айжан, бүгінгі тақырыпқа байланысты сені шақырып отырмыз. Саған жұлдыз ретінде сенің пікіріңізді білгіміз келеді. Диана, сенің қойыр сұрағың бар. Иә, расымен де қазір кезде қазақи менталитетке көп назар аударамыз. Әртүрлі жағдай болып жатады. Қыз баласы ер азаматымен қосыла алмай, екі қабат болып өзі туса, ой, жұрт не дейді, туыс не дейді деп әке-шешесі қысым көрсетеді, иә? Әрине, расымен де ондай жағдай көп, десе де қыз баласы өзінің мықтылығын, өзінің жағдайын қолына алып, туады, асырайды, және үлкен жетістіктерге жеткізеді. Осы қазақи менталитет осындай қиын сәттерде керек пе, қалай ойлайсың? Ну, вообще, без казахского менталитета я считаю, что это не обойтись, это уже у нас в крови. То есть это «шорт не идите». То есть вот эта вот фраза, это в голове каждого казаха, я считаю так. То есть это у тебя, у меня, у всех абсолютно. Поэтому, мне кажется, это уже восприятие каждого человека свое. То есть либо он находит силы противостоять этому мнению, либо потакать и идти под этим мнением, то есть под эгидой, да, журт не эгиды.
То есть это уже... Яғни әңгіме айтылады, қоятты ұмытылып кетеді ғой, На сегодняшний день, я считаю, в 21 веке люди настолько заняты. То есть у каждого своя жизнь. Им некогда. Сегодня пообсуждать, на самом деле, я согласна с тобой, Диана, они завтра перестанут. Потому что проблемы, жизненные ситуации, да, вот, то есть радости очень скоротечны. Жизнь быстро проходит, особенно в режиме городском. То есть очень сложно удержаться за одну только идею или пропаганду. Ну, это где-то в деревенском, может быть, да, образе жизни. То есть халық не едит, ауылда ойбай не едит. То есть там, да, будет обсуждаться долго, Потому что они пересекаются, да? То есть часто. Но в городе мы даже вот живя в одном городе, мы не видимся, мы только слышим. Но не факт, что эти слухи являются достоверными. Да. Айжан, ситуации бывают разные. Бывает, что семья распадается, еще не успев создаться. Да? Уже женщина беременна, и придется рожать уже одной и воспитывать, соответственно, одной, допустим. Но разные ситуации бывают. Есть ситуации, как раз-таки вот про это я хочу спросить. Многие девушки сейчас, особенно тем, которые за 30, оправдывая себя тем, что уже возраст, биологический возраст подходит, надо поскорее рожать, хотя я уже сделала себе карьеру, я купила машину, дом, и я не знаю, каким способом, конечно, там все это приобрелось, но в любом случае они решают родить для себя. То есть- это правильно или нет? Если брать категорию кому за 30... Да, или- да, конечно. Да. Если брать категорию кому за 30, то есть если чисто с точки зрения биологического времени, то возможно, да, я как бы могу принять, да, такой факт, то, что, да, действительно нужно рожать. Но если с точки зрения, что вот просто, да, внутреннего состояния, да, человек все равно, я считаю, что он верит, и в 40 может замуж выйти и родить, велика вероятность, и в 50 люди рожают, да, но если рассматривать, опять же, биологическое время, сори, конечно, но в 40 лет сложнее забеременеть и родить, нежели в 25 или в 30 даже самое. А не берем ли мы на себя, женщины, слишком много ответственности? Ну, вообще мы в жизни-то и берем, в принципе, на себя много ответственности, поэтому как мы тут можем рассуждать? Мы берем на себя, мы и домашние хлопоты берем на себя, мы и рабочие моменты это берем. само собой. То есть здесь уже влияние, я считаю, что, опять же, времени. То есть я, конечно, за то, чтобы мы в семьях выращивали такое зерно, да, взращивали, что семья – это навеки вечные. То есть девушка должна хранить себя для самого, то есть для своего супруга, мужа, для своего принца. То есть это, я считаю, что да, вот такие пропаганды, они должны с детства врождаться, да, вообще в корень зрения нашего Негізі человечества. жаңадан бері қазақтың енді менталді қазақ болғаннан кейін айту керек қой, өйткені көптеген қыздар қорқаннан баласын алдыртып тастайды, тастап кетеді, иә. Десе де бұндай жағдай болмасын деп көптеген ата-аналары анау ер азамат ұрса да, соқса да соған тұрмысқа шық, ұрса да, соқса да тұр өмір бойы, балаң толық отбасыда өмір сүру керек дейді. Сенің ойың, ол дұрыс па? Жоқ. Нет, я противница. Я противница вообще насилия, я против того, что тебе некомфортно с человеком. То есть вот возьмите, допустим, старое поколение, да, которое же... Я не пропагандирую разводы ни в коем случае, но тем не менее я вижу очень много женщин, которые страдают в браке. И я считаю, что это неправильно. Не То только есть- женщин, но и ребенок да, то есть страдает, не да? только женщина, но и мужчина может быть несчастлив, да, вот мужчина тоже может страдать, да, в отношениях этих, в семейной жизни. Но на ком это отражается? На детях же. В дальнейшем этот ребенок уже вырастает, он же не хочет такую семью. Или для него норма насилия. То есть он вырастает, либо девочка, либо мальчик, для него это норма бить жену, или для девушки это норма, когда ее бьют или унижают. То есть этого не должно быть. Айжан, давай посмотрим фрагмент из кинофильма и дальше потом его обсудим. А вы жалеете женщин, да? И, наверное, особенно одиноких. Ну, а мы давно поумнели, женщины. Мы поняли, что проще жить, когда некому скулить и плакаться, как вы говорите, в жилетку, и надеяться не на кого, кроме как на себя. Ну, знаете, Лариса, как это женщины поняли? Что? Простое человеческое счастье. Дом, семья. Ну, так я и есть семья. Я и мой ребенок. Я вот, слава богу, живу 3-й год одна. И не жалею. Я только сейчас поняла, что такое настоящее счастье. И не применяю его ни на какие ковришки. Да.
И лезть опять в петлю замужества? Ты с Лариской не спорь, у нее мужики во где. Она им на своей автобазе зарплату выдает. Айжан, смотри, тема актуальна была как никогда, всегда. Это с тех еще времен, да, сама понимаешь. Вот мы посмотрели фрагмент, и со стороны общества задаются такие вопросы. А как это вот быть одинокой мамой? Как это воспитывать одной, быть одинокой женщиной и взвести все на свои плечи? Мне кажется, психика женщины однозначно страдает. Она начинает себя чувствовать еще сильнее, она старается быть очень сильной, мощной, так скажем, да, и противостоять всем вокруг. Это именно это мышление, почему-то вот таких вот людей, да, не одна, которая растит, как вы говорите, одна. Человек не один. Это не одинокая мать, это не одинокая женщина, это не одинокий мужчина, который там... Тоже ему очень много мужчин, которые растят своих детей. То есть бывают разные ситуации. Бывает, что жена скончалась, да, Кудай Салтасын. Бывает, что разводятся, и дети остаются с мужьями, да. Но это не означает, что он одинокий. Почему-то их не называют. Одинокий мужчина растит своих детей. Но почему-то стереотип одинокая женщина, одинокая мать, мать-одиночка. Я противница такого мнения, если честно. Өйткені қазір сенің алая қызың 5-ке келді. Әп-әдемі. Әке шешеңді жақсы білемін. Ата әже ретінде мейірімге толы бүкіл махаббатын, бүкіл сүйіспеншілігін береді. Әкесімен де жақсы араласып тұрады. Осы сәтті айта кетші, мысалы, қыз баласы, мысалы, өзі үшін туды дейік, немесе жалғыз болып қалды, баласымен. Қалай тәрбиелеу керек? Бала бақытты болу үшін? Неважно, растет ребенок в полноценной семье, как называется, или не совсем, да. Самое главное, чтобы в доме была атмосфера любви. То есть бывает такое, что полноценные семьи, но ребенок не видит ни маму, ни папу, потому что они на работе. То есть тогда одинокий ребенок растет? Или как это назвать? То есть если он не дополучает любви, значит, это не полноценная семья. А бывает такое, что один родитель, да, вот неважно, там, бабушка, дедушка, кто дома пребывает, да, он насыщает ребенка такой любовью, отдает полностью, да, нехватку, с другой стороны восполняет. То есть это для меня вот это и есть полноценное счастье, а не просто «я тебя люблю, я у тебя есть» и все. То есть Айжан, наличие это я не факт. очень хорошо знаю, что в этом возрасте, в 5-летнем, у детей самый главный вопрос – почему и зачем? Вот твоя доченька часто тебе задает вопросы: мама, вот почему ты одна? Либо же возникают вообще такие ситуации? Как ты выходишь, как ты справляешься с таким? Потому что, ну, дети есть дети, они говорят и то, что видят, в принципе. Но, если честно, у нас не возникало такого вопроса, потому что не было нехватки этого, да, скажем так. То есть у нее есть все, кто ей нужен. У нее даже нету такого вопроса в голове. Один раз она как-то мне спросила, но это было не сейчас, это было 2 года тому назад, когда я не была готова, может быть, к этому вопросу. Мама, а почему? Ну, то есть на такие вопросы нужно отвечать, я считаю, честно. Потому что они настолько разумные. Садишь не так, что в сказке там какие-то сочиняешь, космонавт или там водолаз какой-нибудь улетел. То есть адекватно рассказываешь всю ситуацию примерно, да, то есть, ну, конечно, в рамках разумия детского восприятия. Да. Поэтому, а так абсолютно спокойно она восприняла эту всю ситуацию. Хорошо, ладно. И все. Потому что очень многие мамы сталкиваются с таким вот именно напором детским и не знают, как выкрутиться и как выйти из этой ситуации. Мне кажется, здесь проблема уже не в детях. Это проблема в матерях. Да. То есть мамы сами не готовы ответить себе на этот вопрос. Почему? Они сами, видимо, не знают, и поэтому начинают сочинять сказки, в которые сами хотят верить. Айжан, сен әдемісің, көріктісің, көзге бірденен түсесің, мінезіңде өте жақсы, жайсаң. Болашақта жақсы бір ер азаматты жолықтырып жатсаң, тұрмысқа шығасың ба? Әлде кейбір аналар сияқты жоқ, мен балам қалай қабылдайды оны, басқа әке керек емес деп бас тартасың ба? Жоқ. Я считаю так. Мой ребенок будет счастлив тогда, когда я буду счастлива. И она примет любую ситуацию. И я считаю, если человек будет любить меня, а он будет меня любить. Он обязан, да? Да. То есть и мой ребенок будет видеть это все. И, соответственно, этот человек, мужчина, он будет любить моего ребенка тоже.
Ну, конечно, роднее больше, чем свой родной отец, наверное, не будет, конечно. Но я все-таки верю в такие вещи, да. Люди выходят замуж и с 3-4 детьми. Дело не в суть, не проблема не в этом. Конечно, я хочу замуж. И хочу, чтобы моя дочь росла в будущей семье абсолютно полноценной, равноценным ребенком, потому что она неотъемлемая часть меня. Женщины всегда искали поддержку, нуждаются в защите, Да. в крепком мужском плече. Ты сама прекрасно понимаешь, да? Конечно. Но многие мамы, которые воспитывают только сами одни своих детей, в какой-то момент устают быть сильными. Им охота просто махнуть рукой и сказать: я устала. Ну, мне кажется, здесь хочется, не хочется, это другое. То есть, если человек сам по себе слабый, с ним рядом всегда будет человек, который будет его поддерживать или помогать. Как бы ты ни хотела, я не хочу больше ничего делать в этой жизни, да, то есть от этого жизнь не поменяется. Это внутреннее твое состояние. Либо ты хочешь это делать, либо не хочешь делать. Мне кажется, даже семейные, вот, допустим, да, семейные пары, женщины, да, в семье, которые, они добиваются очень больших высот. Они тоже взвешивают на себя огромные проблемы глобальные. И это же не зависит от того, в семье она или не в семье. Мінеке алая беске толды, әні міне дегенше бой жесе тұрмысқа шыққысы келеді. Қызыңа қандай ақыл айтасың, қателіктер жібермеу үшін? Қателіктер жібермеу үшін, я думаю, что нужно правильно расставлять приоритеты. Нужно правильно объяснять ситуации, показывать на своем примере. Конечно, может быть, наши примеры не всегда идеальные. Нужно показывать любовь со стороны отца, также со стороны матери, со стороны бабушек и дедушек. Какая любовь должна быть, взаимоотношения. И глядя на своего ребенка, на свою дочку, я вижу, как она в ней, вот эта вот любовь, она присутствует. Мальчики ее прямо обожают с садика. Ну, глядя на нее, я думаю, ну, она у меня такая крупная, вроде бы для меня, но не самый красивый ребенок на свете. А должно быть наоборот. Ну, я трезво смотрю на жизнь. харизма, Но да. в ней есть что-то такое, когда в садик она приходит: о, Алая пришла! И все мальчики за ней. И она такая... Вот такая Потому вся. что она львица. Любит внимание. Есть в кого, в принципе, да? Айжан, үлкен рахмет студиямызға келгеніне, осындай ашылып сұхбат бергеніне, көп жағдайда енді бас тартып жатады жұлдыздарымыз. Дегенмен де сен батылдық танытып, бас тартпай осылай ашық айтуға бел будің. Үлкен рахмет, саған шығармашылық табыстар тілейміз. Спасибо. Тез арада сахна төріне оралуына тілектеспіз. Көп рахмет. Алаяға үлкен дұғай-дұғай сәлем айт. Иә, менің ойымша ең бақытты жандардың бірісің.